из бумаги голубей и хотим наклеить на окна. А эти голуби как бы будут прилетать к девятке. Белые голуби – символ мира. Именно с ними у воспитанников Центра культурного развития в Магасе ассоциируется праздник 9 мая. Ребята одни из первых присоединились к всероссийской акции «Окна Победы», в рамках которой всем жителям предлагается украсить окна своих домов различными фигурами памятников, фотографиями, посвященным Великой Отечественной войне. Я рисую 9 мая красными красками. Внизу нарисую гвоздику. В ход идут краски, трафареты, наклейки, а также всевозможные атрибуты Великой Победы. Мы подготовили вот такие георгиевские ленточки, которые будем клеить на окно. Цвета ингушского флага. Это в честь победы. Отдать дань памяти вот таким творческим способом может любой житель. Ну и разместить потом все это в соцсетях под хэштегом «Окна Победы», напоминает в Министерстве культуры региона. Это не единственная онлайн-акция, приуроченная к 9 мая. В 2020 году из-за локдауна впервые акция «Бессмертный полк» была проведена в онлайн-режиме. В этом году также принято решение провести эту акцию также в онлайн-режиме. Для того, чтобы принять участие в этой акции, жителям республики предлагается выставить на аватарках своих социальных сетей фотографию фронтовика из своей семьи и сделав пост небольшой с интересной историей, которой гордится их семья, выставив у себя в социальной сети и с пометкой, с хэштегами «Бессмертный полк онлайн», «Бессмертный полк Минкультуры РИ». Список республиканских флешмобов пополняет и акция «Голубь мира». Достаточно любым способом создать фигурку голубя и прикрепить ее на видном месте. Участием в акции каждый выражает важность мира для всей планеты. То, как мы будем беречь мир ради себя и ради будущих поколений. Жители ждут и другие флешмобы. Следующая акция, в которой предлагается принять участие жителям региона, является акция «Герой Великой Отечественной войны», которая для того, чтобы принять участие, им нужно рассказать историю о герое Великой Отечественной войны из своей семьи, выложить эту историю у себя в социальной сети и пометить хэштегами «Герой Великой Отечественной войны Ингушетия», «Герой Великой Отечественной войны Минкультуры РИ». Также есть акция «Наследники Победы», в которой подразделяется на две номинации. Это песни о войне и стихи о войне и победе. Жителям региона предлагается принять участие в понравившейся акции или можно сразу принять в двух номинациях участие. Для того, чтобы принять участие в этой акции, необходимо выложить видеоролик, где они исполняют песню на военную тематику, а также выложить ролик, где они читают стихотворения, посвященные Великой Победе. Самому главному празднику страны граждане также смогут отдать дань уважения, выйдя на балконы с портретами своих близких 9 мая в 7 вечера после минуты молчания. Амина Бокова, Магомед Шаухалов, Новости 24.